портала OneClick Якутск, и мы сегодня являемся инициаторами сегодняшних наших обсуждений. Я думаю, такой формат у нас первый. Сегодня мы постараемся конструктивно решить, выявить такие проблемы, весьма такую актуальную проблему нашего города – это безнадзорные животные. И сегодня у нас с нами присутствует руководство нашего города, это заместитель главы города Якутска Дмитрий Дмитриевич Садовников, Макарова Лариса Ивановна, руководитель департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия, Лебедев Андрей Викторович, руководитель МУП «Жилкомсервис». Также у нас есть приглашенные спикеры, которые выступят сегодня с докладами. Это от имени общественников Дроздова Валентина Петровна, автор проекта взаимодействия общественности и городской администрации, направленной на решение проблем бездомных животных. Львов Максим Алексеевич, это управляющий пункта передержки безнадзорных животных города Якутска. У вас на руках в раздаточном материале наш сегодняшний регламент. Наше мероприятие проходит с прямой онлайн-трансляцией на сайте eca.ru. Сегодня с нами также выйдут другие регионы. Это город Москва, Всероссийский фонд «Большие сердца» Анастасия Камагина и город Петрозаводск Владимир Рыбалко, кинолог, защитник, руководитель первого общественного приюта, который поделится с нами своей успешной практикой. Вот. И давайте приступим. И слово, пожалуйста, Дмитрию Дмитриевичу. Спасибо, Маргарита Васильевна. Уважаемые участники, действительно, у нас проблема, она есть в городе Якутске, в целом в стране. Части содержания у нас наших животных, далее уже безнадзорных животных, которые у нас есть в городе и в целом муниципальных образованиях и республики, и регионах страны. Части нашей работы скажу следующее, что те основные работы, которые были заявлены главой города Якутска Алексеем Сергеевичем Николаевым во время предвыборной программы, это строительство пункта передержки или питомника, кто как трактует, оно у нас на сегодняшний день выполнено, и мы в марте 2015 года ее ввели. Это, понятно, случилось действительно после тех случаев, которые вызывали определенный большой резонанс. И благодаря нашему правительству, определенной работы республиканских структур, деньги были выделены, и полномочия на сегодняшний день они делегированы муниципальному образованию, в том числе городской округ не исключение. Я немножко хочу заострить внимание и остановиться на информации по регулированной численности безнадзорных животных на территории городского округа города Якутск. Прошу послушать. В этом плане ежегодно для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных на территории городского округа между Департаментом ветеринарии Республики Саха-Якутия и городским округом города Якутск заключается соглашение с выделением с республиканского бюджета определенных средств. И 14 марта, как было сказано выше, 2015 года официально открыт пункт передержки безнадзорных животных по адресу улица Чеченко, 57, города Якутска. Ежегодно в марте месяце Управления ветеринарии города Якутска проводится бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства. В текущем году вакцинировано более 5814 домашних животных. Это проходит у нас по территориям управы округов и администрации пригородных населенных пунктов. Постоянно ведется мониторинг по регулированной численности животных. И еженедельно проводятся рейды на подведомственных территориях и оформляются заявки на отлов в случае обнаружения таковых. Понятно, что это порой случается, скажем, по звонку самого населения, жителей, и стараемся оперативно реагировать. В этом плане у нас эти полномочия делегированы нашему муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис». Есть подразделение, на котором, о деятельности котором директор предприятия, наверное, остановится дальше. В 2016 году также проведены следующие мероприятия. Это было заключение и ветеринарии республики, где определенные ассигнования выделены.
И сегодня, на 8 ноября 2016 года, отловлено и транспортировано в пункт передержки 3598 безнадзорных животных. Хотим отметить, что население порой добровольно приводит в пункт передержки, либо оставляет у ворот своих домашних животных. И в связи с этим на содержание незапланированно расходуются, конечно же, определенные средства. Это еще, считаю, что такой шаг, уже у населения есть понимание, да, где находится пункт передержки. Ну и понятно, что некоторые, которые считают себя добросовестно относятся к своим питомцам, таковое производят у нас. В соответствии с федеральным законом от 14 марта 1993 года под номером 4971 о ветеринарии, также постановлением правительства Республики Саха-Якутия от 7 апреля 2014 года номером 89 об утверждении порядка отлова и содержания безнадзорных собак, кошек, экзотических животных на территории Республики Саха-Якутия окружной администрацией был разработан порядок отлова, содержания безнадзорных собак, кошек, экзотических животных на территории городского округа город Якутск. Утвержден постановлением окружной администрации города Якутска от 1 октября 2015 года под номером 256-П, которым определяет порядок содержания безнадзорных животных, пункты передержки безнадзорных животных, и согласно пункта 2 и 3 порядок пункта передержки животных, помещений или территории, специально оборудованные и предназначенные для временного содержания безнадзорных животных. В том же постановлении в пункте 3.1 порядка указывается аналогичный срок пребывания безнадзорных животных в пункте передержки, порядок отлова и содержания безнадзорных собак, кошек и экзотических животных на территории Республики Саха-Якутия, в котором срок пребывания безнадзорных животных в пункте передержки составляет 10 календарных дней, без указания предельного срока пребывания в животных. В пункте передержки безнадзорных животных, согласно пункта 5.2 порядка, животные подлежат возврату их владельцам в случае появления таковых, передаче животных заинтересованным гражданам или организациям, умерщвлению в случае и при соблюдении условий, установленных законодательством, либо возврату в среду обитания. Таким образом, порядок отлова и содержания безнадзорных собак и кошек, экзотических животных на территории городского округа определяет только временное содержание животных и не претендует на регулирование вопроса права приобретения собственности безнадзорных животных. Есть у нас определенная статистика в части, скажем, служб, которые ведут мониторинг по этой проблеме. И если кого-то это интересует, мы можем это дальше озвучить. Мы считаем, что определенная большая работа проведена. Повторюсь, это при поддержке всех служб и работы нашего муниципального предприятия и наших администраций территорий. При этом можем сказать, что есть, повторюсь, у нас, что имеет сезонный характер, когда у нас есть большие обращения, экстренные обращения. Все это фиксируется нашими службами и службами медицины. Это у нас все это мониторится, и это все у нас есть. Стараемся, конечно, есть... Оно не идеально, наша работа, оно требует, конечно, реакции и таких обсуждений, где мы, наверное, придем к определенным выводам. И очень здорово, что мы сегодня так собрались, и еще будем, как говорится, выслушивать и делиться своим опытом с другими регионами, в том числе город Москва. Скажу следующее, что по Дальнему Востоку мы ездили недавно, скажем, в столицы некоторых субъектов нашего федерального округа, это Преамурье, город Благовещенск, всего Дальнего Востока, это город Хабаровск, где пункты передержки таковые, как у нас, их мы не, можно сказать, не нашли и не видели, и не ознакомились. Считаем, что у нас здесь благодаря своевременным шагам пункт передержки в городе Якутске, он
у нас появился. Если взять, я сам, как говорится, на территориях работал, если даже оглянуться те годы, скажем, 10, 11, 12 годы, когда у нас город, как говорится, вообще был превращен чуть ли не в город собак, но сегодня мы можем констатировать, что таковое явление мы уже не должны допускать и, как говорится, можем вспоминать как историю. У меня коротко все. Спасибо большое, Дмитрий Дмитриевич. Да, действительно, проблема, которая существует у нас сегодня, нужно понимать, что это прежде всего наше халатное отношение к этим животным. А их проблема, они самостоятельно, как бы она не решается, да, и вот здесь мы сегодня собрали также все компетентные профильные организации и ведомства, которые в их полномочиях решать эти проблемы, помимо вот нашей общественности, зоозащитников, которые пришли сегодня со своими предложениями и вопросами. С нами сегодня Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Якутска, руководитель департамента Николаева Дина Олеговна. А также у нас управление ветеринарии города Якутска, Насырова Лена Дмитриевна, да, специалист. Так, травматологический пункт города Якутска, куда обращаются граждане, да, Павла Мария Валентиновна, административная комиссия города Якутска, Гайбаидулин Николай Сергеевич. Вот, представители общественности у нас и представители средств массовой информации. Еще раз повторю, что наш формат проходит в онлайн-трансляции, и все, кто нас сейчас видит, также могут задавать вопросы. Мы следим за комментариями, и в конце у нас мы обязательно как бы огласим и обсудим. Вот. И разрешите предоставить слово Макаровой Ларисе Ивановне, пожалуйста. Так, уважаемые участники конференции, конечно, очень отрадно отметить, что фактически вот за время моей работы, вот в течение сколько лет уже, вот вопросы обсуждения на общественном уровне вот впервые сейчас. И спасибо тем организаторам, что действительно данная проблема, она актуальна не только у нас в Якутии, она вообще в целом актуальна по России. И это вопросы безнадзорных животных очень стали, в принципе сказать, распространенными, актуальными, начиная с 90-х годов. Мы говорим, после той перестройки, до 90-х годов у нас действовали правила того Советского Союза, которые сейчас действуют на самом деле, инструкции по отлову содержания безнадзорных животных, это 1981 года, где ответственность была возложена на коммунальные хозяйства. Но в связи с пересмотром полномочий наших ведомств и органов получилось, что данный вопрос остался неудел и не входил ни в чьи полномочия. Хотя мы все знаем, что вопрос безнадзорных животных – это есть благоустройство наших городов. Это является одним из пунктов благоустройства наших городов. И как перечень мы и свои предложения вносили в жилищно-коммунальное министерство по жилищно-коммунальному хозяйству в том, чтобы при оценке эффективности деятельности муниципальных образований по благоустройству городов также включали и вопросы по регулированию численности безнадзорных животных. В чем беда нашей России в этом отношении? Нет федерального законодательства. Вот оттуда все и идет на самом деле. Каждый субъект решает по-своему. Каждый субъект решает, во что он горазд. Нужно сказать о том, что мы немножко обрадовались, когда в 2011 году, прошло, видите, сколько лет, да, в марте месяце было проведено первое чтение федерального закона об ответственном обращении с животными. До сих пор до второго чтения не прошло. Когда мы делаем запросы, то говорят, что очень много поступило предложений, что до сих пор их рассматривают. Надеемся, сейчас очень много инициатив законодательных от органов государственных собраний субъектов, от Иркутской области, от Астраханской, мы недавно тоже поддерживали, Архангельской, о том, что все-таки такое законодательство вообще уже давно необходимо принять. По Якутии мы фактически являлись одним из пионеров. Когда мы передали полномочия по данному вопросу муниципалитетам,
Но у нас закон не так гласит. У нас закон гласит о передаче отдельных полномочий по профилактике и защите от болезней животных. Да? Почему? Потому что в 184-м законе, где расписаны полномочия субъектов и федерации, там конкретно вопрос только касается этого. Защита от населения от опасных инфекционных заболеваний животных. Тогда еще не было, только в прошлом году внесли изменения, дополнения о том, что отлов и содержание, конкретно там нет регулирования, отлов и содержание безнадзорных животных относится теперь уже к полномочиям субъекта. Просто одну строчку ввели, без никаких подзаконных актов. Но мы, как я говорю, в 2014 году приняли в апреле месяце, 2 апреля, это данный закон. Затем мы разработали постановление об утверждении порядка организации проведения на территории республики мероприятий по отлову содержания безнадзорных животных, сделали расчеты, методики расчета субвенций, потому что если мы передаем полномочия, то обязательно должны быть субвенции из государственного бюджета. Также мы сделали постановление об установлении норматив средней стоимости услуг по учету отлову. В первый год, в 2014 году, мы выделили 57 миллионов. В принципе, это совершенно не маленькая сумма. В том числе в 2014 году были полномочия по обустройству пунктов передержки. Это не питомники. Нужно понять, что это пункты передержки, это временная передержка животных. Также хочу сказать, что они были переданы только в 2014 году, потому что построили раз и должны эксплуатировать. В 2015 году было выделено 43 миллиона, и в этом году у нас 33 миллиона, и на следующий год у нас предусматривается 32 миллиона. В принципе, эти деньги осваиваются. У нас по городскому округу город Якутск на строительство было предусмотрено пункта передержки 5 миллионов. Они все, в принципе, были освоены вовремя. Я хочу сказать, действительно поддержу о том, что такой пункт передержки, конечно, хотелось бы еще бы лучше, это другой вопрос, но потому как он функционирует и потому какие у него постройки, на Дальнем Востоке пока такого нет. Это нужно отметить. Хочется сказать о том, что по Кодексу административных правонарушений мы тут также внесли, в каком году? В 2011 году мы внесли предложение о том, чтобы привлекались хозяева за содержание животных. Ведь прежде всего безнадзорные животные – это следствие, а причина – это мы сами люди живем, которые выбрасываем данных животных. И с 2012 года вот это в кодексе, это статья 5.1, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, она работала. Она, в принципе, стала работать, и мы ее системно уже начали налаживать. Если в 2012 году мы привлекли 74 человека, в 2013 году 190, в 2014 220 и в 2015 году 413, то, увы, в 2016 году ни одного человека. Очень печально и очень сожалеем о том, что прокуратура предъявила о том, что эти статьи противоречат федеральному законодательству, и поэтому мы не имеем права их применять. И получается сейчас, что хозяева, которые имеют животных, мы фактически к ним не имеем никаких рычагов воздействия. Можем только провести просветительскую работу. Сейчас, значит, очень хорошо была налажена у нас работа с полицейскими, потому что только участковые имеют право входить в квартиру по жалобам. Мы этого права не имели, и поэтому они составляли протокол, и мы уже реагировали на этот протокол и проводили данные надзорные мероприятия. Прокуратура ссылается на то, что должна действовать статья 6.3. Это статья Роспотребнадзора по благоустройству, по санитарно-эпидемическому благополучию населения. Но, увы, к сожалению, Роспотребнадзор тоже говорит, что это не наши полномочия, потому что ни в законе, ни в положении у них этого не предусмотрено.
Вот такой коллапс сейчас получился. Сейчас есть инициативные предложения от депутатов, чтобы внести все-таки на российском уровне вот данные административные штрафы. Подали в Верховный суд Республики Саха-Якутия. Верховный суд поддержал прокуратуру Республики Саха-Якутия, но Илтумент, как принявший данные законодательства, подали в суд Верховный суд Российской Федерации, но, к сожалению, тоже не поддержали нас. Вот такая ситуация, хотя у нас с 2002 года действует закон о правилах содержания кошек и собак и экзотических животных. Сейчас мы не отказываемся, мы также принимаем жалобы, мы также принимаем, значит, от МВД, от полицейских, то есть от полицейских мы принимаем также материалы, но просто идем к этим хозяевам и просто объясняем, какие должны быть правила. Предписания пишем, но если они эти предписания в следующий раз нарушат, тоже принимаем меры. Но, к сожалению, не то, что к сожалению, может быть хорошо, при исполнении предписаний у всех были собаки привязаны. Но дело даже не в привязи, дело в том, что они без поводка, гуляя на общественных местах, они могут быть опасными. Самое главное, то, что еще опасность несет, вот животные несут, конечно, это болезнь. Бешенство у нас регистрируется в Якутии, гельминтозы, которые также опасны для человека. И вот вопрос, здесь есть вопрос, звучит о том, что все-таки хочу высказать и свою точку зрения, и посмотря литературу, хочу сказать о том, что вот да, у нас Гражданский кодекс гласит о том, что 6 месяцев, да, вот все вы, наверное, знаете, что 6 месяцев. Но посмотрите практику других стран. Если вы посмотрите практику, там больше 14 дней не содержит. Во многих странах. Есть также предложение о том, что давайте стерилизовать их и давайте отпускать на волю. Что мы можем иметь эффект, если мы стерилизуем только 70 и выше процентов. И то не только безнадзорных животных, но и хозяинных животных. Вот тогда эффект будет. Что с Москвой было? В 2001 году, когда приняли эту программу стерилизации, было выделено на 5 лет 200 миллионов рублей. Да, стерилизацию делали. Но, однако, количество их выросло до 110 тысяч. Потому что стерилизация – это не решение проблемы безнадзорных животных. Это то же самое мы выпускаем животное на произвол судьбы. Этим вопросом, еще и понимаете, если я вот как ветврач вам говорю, что стерилизация животных только утрачивает воспроизводительную функцию животных. А то, что гормоны, их никуда не денешь. И попадая в среду, а вы все знаете, это стадные животные, то они, все равно один какой-то сильный вожак будет. В любом случае. Они под его влияние подвергают, и что он будет делать, они будут делать то же самое, хотя это будут и стерилизованные. Вот мы говорим, что вы защитники прав животных. Это очень хорошо. Но в юридическом аспекте нету прав у животных. Понимаете? Они не являются субъектами права. Животные – это недвижимость. И к ним относиться надо как к недвижимости. Поэтому, если человек имеет собаку, да, он должен к ней относиться как к своей недвижимости. То есть он должен беречь его, хранить, лелеять и все прочее, кормить. И поэтому вот, и когда вот ссылаются тоже, что стерилизация, вот как говорится, вот есть такое, да, отлов, стерилизация, возврат. А если хорошо вы просмотрите и опыт тех зарубежных стран, США, в Европе, Канаде, то этот метод действует только для кошек. Это кошек, которые находятся более далеко от пригородах или что-либо. По собакам очень мало таких стран, которые бы по этой программе работали. Это Венгрия, Румыния, от которых никакого толку не было. Поэтому я считаю, что здесь безвозвратное должно быть, безвозвратное. Хочу сказать о том, что по 131 закону, то есть об основах
муниципального, да, образования, да, то здесь в прошлом году тоже внесли дополнение о том, что муниципалитеты вправе заниматься регулированием, то есть отловом и содержанием. Но это не говорит о том, что я хочу, буду заниматься, хочу, не буду заниматься. Дело в том, что если мы передали полномочия, они получают субвенции, но у них теперь, когда-то у них не было полномочий, значит, не было права использовать финансирование. Было бы финансирование нецелевое. То теперь дополнительно, если не хватает средств, или дополнительно какие-то меры безопасности населения, то муниципалитеты имеют право из своего бюджета это предусматривать. Могут. Хочу сразу сказать, вот те, значит, и по WhatsApp там гуляет, что пустые там у вас, или, да, не то что клетки, а кушать-то пустые миски, да. Очень хорошо, когда животное все съедает. Понимаете, плохо, когда оно не съедает. Это вот тоже, как ветврач говорю, да. Дело в том, что если взять еще по, значит, по расчетам у нас получается, даже взять, если все вот эти корма, которые мы употребляем, да, в сухой корм, примерно я говорю, то получается, что вот 400 грамм до 35 килограммовой собаки обходится в день 30 рублей 80 копеек. И в принципе те средства, которые мы выделяем, они рассчитаны у вас правильно, они как раз определяют вот этот рацион. И то, что, значит, мы не разрешаем там кормить, приносить, чтобы вы приносили корма и кормили, дело опять не так понято. Дело в том, что когда мы проверяли, опять же, по жалобе, когда внеплановая проверка была, то там приносили еду уже испорченную. Кислые там, что где-то несколько дней лежало и принесли. Поэтому там работают врачи, которые должны определять, это ответственность их. Они там работают, они получают зарплату за безопасность животных, находящихся там. Значит, они могут принимать любой корм, абсолютно, но при этом корм должен быть безопасным для животных. То есть порча не должна быть, заплесневелые и закисшие корма абсолютно не должны быть. И прежде всего, конечно, тут хочется сказать, чтобы все-таки договорные отношения были, договора на поставку той же. И здесь у нас несколько предприятий переработки. Пожалуйста, никто ведь не против. Но при этом давайте не будем делать ущерб, это делать здоровью животных. Но, в принципе, на самом деле, я хочу сказать о том, что если у нас в прошлом, за те года, в 2014 году мы отловили в целом по республике 5109 голов, а в 2015 году, нет, это не по республике, это по городу Якутску. В 2015 году 5246, это как бы на уровне получается, да? Ну, пока, еще 2 месяца есть. Это 3590. И я тоже совершенно, может быть, не согласна с тем, что давайте не будем принимать от людей животных в этот пункт передержки. Я не согласна, потому что, знаете, психология человека, если еще и будем отказывать принимать, да лучше я выброшу тогда на улицу. А ведь сейчас очень много на дачах, посмотрите, где-то содержат, потом выбрасывают. Или здесь должен быть какое-то другое направление. Давайте будем способствовать, вот как из муниципалитетов, гранты, частные приюты, ведь как на Западе. Есть государственные приюты, тот же, например, Америки, где есть полиция, служба контроля за животными. Да? Они, значит, отлавливают, они передерживают не более 12 дней в пункте передержки, а потом, если там не нашли хозяев, а у них там, понимаете, вот знаете, ну, конечно, бы хотелось всего этого, да, но мы немножко чуть-чуть отстаем в информационном отношении. База данных, где каждый потерявший человек свое животное носит туда и данные, и портреты, и там уже сразу машинально, автоматически все выходит. Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы у нас такая база была. Вот. И поэтому дело в том, что дальше они передают частные приюты.
Это те, которые, значит, не нашли хозяев, в частные приюты передают. Так, может быть, возможно, какие-то гранты для того, чтобы были частные приюты, от которых шли бы от передержки пункта дальше на содержание этого приюта. Но некоторые против эвтаназии тоже, да? Но Всемирная защита животных, есть такая организация, да? Фонд, оно считает, что лучшая эвтаназия – это более гуманный способ, чем обрекать животное на мучительную смерть. На самом деле, вот посмотрите в фонде, вот что там, какие по собакам безнадзорному у них написано. Так что я вообще считаю, что правительство республики делает все возможное. При том, что и дефициты бюджетных средств, все-таки находит такие средства для того, чтобы обеспечить и отлов, и содержание животных, и обеспечить прежде всего это безопасность нашего населения. Работа все-таки имеет свои результаты. Надо это отметить. Да, возможно, здесь все-таки у нас самое большое количество собак, но в большинстве случаев, в большинстве районов и даже в тех городах мирном значительно стало меньше собак. Конечно, это не говорит о том, что деньги выброшены на ветер. Абсолютно не так. Так что, если еще какие-то вопросы есть, могу ответить. Спасибо. Лариса Ивановна, спасибо большое за очень подробную информацию. Да, действительно, к большому сожалению, у нас все проблемы идут от самих хозяев, да, наши животные не защищены в правовом поле, да, и вот ответственности у самих, как бы, нас, людей, как бы, нет, да, вот животное пригрели, потом его выкинули, отсюда все эти проблемы. На сегодняшний момент пункт является вот подведомственным учреждением муниципального нейтрального предприятия «Жилкомсервис», и вот Андрей Викторович, вам большое слово. И так как у нас по регламенту, у нас скоро будет телемост, я думаю, что нужно будет немножко придерживаться. Ну, большое слово уже, наверное, не получится, потому что Лариса Ивановна здесь такую прямо, можно сказать, лекцию прочитала, да, по содержанию животных, да. Ну, в первую очередь, добрый день, не побоюсь этого слова, коллеги, потому что мы с вами очень часто со всеми встречаемся, да, и с защитниками животными, и с теми людьми, которые непосредственно работают с животными, да. За эти 1,5 года, то, что мы занимаемся этой проблемой, да, в городе, было много и претензий, и поощрений, и руганий, и хороших моментов, и плохих, да. Ну, подводя итоги за эти 1,5 года, да, я хочу как бы привести статистику. Статистика, она такая вещь достаточно, как сказать, хорошая, правдивая, да, то есть вот мы сегодня только получили из антирабического, да, кабинета данные, то есть мы с 2011 по 2016 год практически в 2 раза у нас уменьшилась статистика по укусам про животных, да, то есть это тоже, я считаю, хороший результат, да, ну и по количеству собак тоже, их стало гораздо меньше, люди это отмечают, конечно, и в укор нам, да, и всякое разное, но я считаю, это наш лучший пункт, наверное, не только на Дальнем Востоке, Лариса, но, наверное, и в Сибири, потому что я был и в Новосибирске, и в Новокузнецке, везде. Ну, что-то там, я такого не видел, большого пункта, где содержатся так животные, да. По поводу того, то, что как мы работаем правильно, неправильно, Лариса Ивановна тоже правильно сказала, то, что у нас нет самого главного, это федерального законодательства, которое бы регламентировало правила содержания, отлова, ну и дальнейшей эксплуатации данных животных, куда мы их должны девать. Я надеюсь, все-таки оно выйдет, все-таки обещаю, потому что, вот, да, потому что обсуждение идет, и буквально вот месяца 2 назад было бурное обсуждение по поводу вступления нового федерального закона. Думаю, к 2017 году федеральное правительство должно разродиться. Но я вас, защитника животных, тоже призываю, да, как бы писать больше писем в федеральный центр по поводу того, что у нас нет законодательства по регулированию численности животных. Соответственно, мы тоже будем как бы с законодательной инициативой выходить на наших депутатов. И думаю, мы этот вопрос все-таки решим. А так, вообще, если по цифрам пройтись, то у нас за 1,5 года прошло 1500 животных, 1700 животных мы передали гражданам, около 3400 заявок поступило с единой диспетчерской службы по отлову животных. На данный момент у нас работает 2 бригады
одна бригада у нас работает в плановом режиме по округам, одна бригада оперативная бригада, которая у нас очень часто бывают случаи, когда, допустим, собака сидит в подъезде, никого не пускает, или там в квартире сидит, не могут зайти, то ли полицейские, то ли социальные работники не могут зайти в квартиру, то есть мы тоже выезжаем по этим адресам. Закупили мы в этом году еще одну спецмашину, то есть у нас добавляется по кормам. Мы работаем со многими предприятиями в городе. Также мы зерно закупаем в Алтайском крае, у нас поставщики. В принципе, по кормам, я думаю, вопросов не должно возникнуть. Вот. Самый главный вопрос, наверное, это то, что вы и пришли, то, что это открытость питомника, да, в плане работы. Мы много обсуждали с коллегами, как это дело добиться, да, и мы предлагаем все-таки, думаю, в этом году будем ставить видеокамеры с онлайн-выходом, чтобы любой желающий, в принципе, мог в любое время дня и ночи посмотреть, что же у нас там происходит, чтобы не было, грубо говоря, тех высказываний, то, что там кто-то что-то, кого-то убивает, кто-то там кого-то режет, там, или забивает, или не кормит. То есть я предлагаю в этом году этот сервис мы запустим, чтобы как бы любой человек это мог увидеть, да. Из тех замечаний, то, что у нас было, это у нас, конечно же, не буду скрывать, это хромая нога, это у нас не ветеринария, а боксы, которые должны животные содержаться, вольеры как бы по карантинная зона, да, правильно. То есть карантинную зону мы хотим вынести из основного блока, который у нас теплый блок, потому что, на самом деле, мы все понимаем, что это не дело. В этом году мы хотим подать заявку, да, совместно на устройство этих зон отдельных, потому что для кошек отдельная зона должна быть вне пункта, и, конечно, карантинная зона для собак тоже мы будем стараться делать вне пункта. Вот. А так работаем, в принципе, кормим, постилку меняем. В принципе, все. Андрей Викторович, спасибо. Да, действительно, пункт работает, он несет свою работу, сотрудники выполняют свою работу, но зачастую, особенно в последнее время, проходит такая волна публикаций, да, где обвиняют в той же непрозрачности. Если эти видеокамеры будут установлены, действительно это очень поможет. Да? И совместными усилиями мы, самое главное, поможем самим животным. И при подготовке к обсуждениям нашим общественным мы собирали предложения, вопросы от общественности, от защитников. У нас есть несколько организаций, занимающихся защитой животных. Да? И одним из очень активных общественников, который конструктивно предложил эти все моменты, эти проблемы, пути их решения, это Зова Валентина. И сейчас хотелось бы ей предоставить слово, что с краткой презентацией. Всем здравствуйте. Кто-то меня знает, кто-то нет. Я уже не один год занимаюсь безнадзорными животными в городе Якутске. Так же, как и все волонтеры, помогаю, чем могу. И на сегодняшний момент ситуация такова, что я предлагаю всем волонтерским движениям объединяться не только самим волонтерам, но и взаимодействовать с администрацией города для того, чтобы нашим животным стало жить проще. На сегодняшний день нами разработан проект взаимодействия общественности и городской администрации, направленный на решение проблем бездомных животных города Якутска и его пригородов. У нас подготовлена презентация, которую я могу прокомментировать. Пожалуйста, включите презентацию. Проект подготовлен при поддержке городского портала УАН «Клик Якутск». Огромная им за это благодарность. Первый большой блок в этом проекте – это правовое поле с созданием рабочей группы, с привлечением зоозащитников для того, чтобы регламентировать перечень, порядок мероприятий, связанных с контролем над численностью бездомных животных в городе Якутске. Второй большой пункт – это все-таки создание единого информационного портала, в котором мы все нуждаемся. На этот портал было бы здорово, если бы поступала оперативная информация с пункта передержки о всех поступивших животных. Также можно было бы волонтеров привлечь. Дальше. Работа с населением через средства массовой информации. Обязательное разъяснение необходимости стерилизации, повышение уровня ответственности хозяев домашних животных.
Стерилизация. Все-таки я считаю, что она должна быть. И в первую очередь стерилизация домашних животных. Для этого разработан тоже поддержка бесплатной стерилизации домашних животных для людей, которые не могут сами это сделать по финансовым причинам. Также все равно рассматривается стерилизация здоровых животных в самом пункте передержки. Также важный момент – это взаимодействие самого пункта с населением. Это вот как раз-таки удобный график посещений для посетителей и для волонтеров, которые приезжают и предлагают свою помощь. Использование пластиковых ошейников с порядками, номерами для обеспечения прозрачности судьбы животных. Ну и очень большой такой момент – это модернизация, переоборудование помещений пункта передержки, таких как карантинная зона, отделение для кошек, утепление внешних стен, покрытие панелями, которые легко дезинфицируются. Обшивка получается вот как раз-таки панелями в данном случае показана. Угу. Пластиковые либо металлические клетки, которые точно так же подвергаются легкой дезинфекции. Оборудование карантинной зоны, зоны изолятора. Также оборудование зоны карантина в отделении для собак. Монтирование кварцевых ламп, которое позволит предотвратить распространение инфекции. Приобретение антибактериальных ковриков. Ну, в целом, в заключение могу сказать, что если мы все вместе будем работать, конструктивное взаимодействие администрации города, волонтерских движений поможет нам решить проблему безнадзорных животных. Спасибо. Валентина Петровна, большое спасибо вам за такую подготовленную очень презентацию. Я думаю, что этот материал и поможет как бы в дальнейшем переоборудовании, да, нашего пункта. И также Максим Алексеевич Львов, у нас управляющий пункта передержки безнадзорных животных, с информацией вот именно вот сейчас, на сегодняшний момент, какие есть вопросы, проблемы у пункта, так как этот человек занимается полностью. Вам слово. Здравствуйте, вечер добрый. Я являюсь начальником пункта передержки безнадзорных животных. Свою работу уже год работаю в пункте передержки. Да, действительно, уже были озвучены, какие мы сталкиваемся с проблемами. Но это касательно самого, вот как до этого высказались вот общественники, да, вот надо действительно дезинфекцию и так далее. Получается то, что у нас кошки бывает то, что как бы дезинфекцию она сделана из деревяшек, и получается то, что болезнь дезинфекции не обрабатывается вот это дерево. Действительно, вот это надо как бы внести. А в целом работа у нас идет в рабочем порядке. Значит, как уже директор говорил, 2 бригады у нас работают по отлову животных. Это, то есть основная с 8 вечера до 8 вечера. И дежурная машина у нас еще выезжает по экстренным вызовам. Может, есть у кого-то вопросы, потому что уже все было сказано, ну, высказано уже. Я могу как бы ответить на вопрос. Пожалуйста, слушаю вас. Отлов животных, значит, идет у нас специальными этими обездвиживающими дротиками, которые собаков, ну, отстреливают, потому что невозможно, когда на агрессивную собаку, ну, руками голыми ловить. Уважаемые участники, я извиняюсь, мы идем сейчас в прямом эфире, да. Давайте у нас обсуждение, вопросы будут сейчас в конце, у нас просто на подходе телемост, и у нас будет время, мы всем предоставим слово. Пожалуйста, представьтесь так и...
Там очень, как бы это, я объясню, да, это просто опечатка была, то, что как бы это с нашим ветеринарным врачом, и которая проверяющая ветеринарный департамент 0,04, они просто написали 0,4. Это просто переписка была, и прокуратура, соответственно, уже не было состава никакого этого административного, и они даже и не возбуждали, отказали. Нет, собаки, да, действительно, бывает то, что как бы собаки все, они безнадзорные, они, получается, иммунитет у каждого собаки, ну, разное, да, и получается, некоторые собаки, они не выдерживают, некоторые они выдерживают, но у всех у здоровья же разное же. Даже вот мы с вами, если возьмем, у нас здоровье совсем отдельно. Так же и у животных же. Татьяна Леонидовна, большое спасибо за вопрос. Давайте мы перейдем к обсуждению в конце. У нас сейчас будет наш телемост с Москвой. Мы проверяем сейчас связь. Вот, ага. И Максим Алексеевич, спасибо. Угу. Пожалуйста, Москву включите. Анастасия Камагина, «Большие сердца». Ну, так как у нас идет интернет-трансляция, у нас есть преимущество нашего национального, да, интернета, вот, городского, не городского, то есть республиканского, да, вот, из-за этого есть некоторые такие моменты технические. Пока мы ждем, да, уважаемые участники, общественники, мы, те, кто не предоставил как бы заранее ваши вопросы и ответы, мы сегодня вам предоставим слово. Мы понимаем, что вы пришли со своими предложениями, с наболевшими вопросами. Обязательно мы все это обсудим. Попрошу придерживаться регламента, и вот в конце у вас будет возможность все обсудить. Так, у нас Москва на связи? Анастасия Михайловна, здравствуйте. Вы нас видите? Анастасия Минасхайловна, ага, президент благотворительного фонда «Большие сердца». Пожалуйста, вам слово. У нас связь идет с небольшой задержкой. Я поняла, да. Очень приятно было выслушать компромисс и гуманным путем проблем животных. Мне бы хотелось, мне бы хотелось все зоотехники, ваши в целом шли на компромисс с властями, то есть шли на, они вы не ставили палку после, не с указанием, что надо делать, то есть хочешь сделать лучше, как прими участие в этом и способствуй тому непосредственно, чтобы животным было лучше. Вот, очень понравилось замечание, действительно очень важное волонтера, вот как перед одним человеком до меня выступал о том, что действительно в первую очередь реализовать домашних животных и просвещать население местное к этому вопросу, потому что бездомные животные, сами понимаете, степи не падают, это все потомство либо выбросить животные, либо под домашним животным. Поэтому я вот ознакомилась с программой, администрация предлагает очень как бы грамотная программа. Единственное замечание, вот, честно говоря, я против выпуска вообще бездомных животных на улице. Я считаю, что это негуманно по отношению как к людям, так и к животным, особенно в вашем климате очень суровом. Я считаю, что то есть животные должны либо пристраиваться в добрые руки, но в крайнем случае, если как бы они живут на улице, они должны жить на территории закрытых каких-то учреждений, или, не знаю, промзоны, или где они надежно огорожены, эти территории, соответственно, животные эти не могут причинить вред людям. Вот. В остальном нужно просвещать население, чтобы просто сокращать, соответственно, вот, количество ненужных животных. И нужно, чтобы люди действительно понимали, вот социальная реклама в школах, я не знаю, как в предприятиях, может быть, через местные СМИ, да, что, опять же, самый гуманный способ – это стерилизация. Если вы хотите принять участие в сокращении численности бездомных, стерилизуйте в первую очередь свое животное. Не позволяйте плодить, как бы, это ненужные щенки или котята. Вот, и тоже вот я по приложениям, которые прислали, да, безнадзорные животные Якутской, вот эти
Хотелось бы сказать просто по поводу также, необходимо не курары-подобными препаратами устранять. Ну, это неизбежно, и просто люди здравомыслящие должны понимать, что, к сожалению, этого не избежать, собаки больные, сытые, агрессивные и так далее. Вот, предварительно необходимо погружать животное в наркотики. Это будет соответствовать мировым требованиям, в том числе в Всемирной декларации благосостояния животных. То есть, как бы, и животное, ну, уйдет, да, болезнь, и просто заснет и не проснется без мучений. И, в принципе, вот, как бы, так сказать, ну, вот эта проблема, да, будет таким образом решаться. Вот. Ну, еще раз повторю, что я считаю, что бездомных животных наук быть нет либо временная, ну, да, приют или что-то, либо там у зоозащитников на передержке, я подробно не знаю, но, в принципе, думаю, что как везде у вас там развита вот эта вот система. И еще раз призываю зоозащитников пойти на компромисс, потому что если они хотят действительно улучшить положение животных, они должны научиться слышать людей, слышать других граждан, слышать властей, а не только как свои амбиции удовлетворять. В принципе, мне так. Анастасия Михайловна, спасибо большое. Так как у нас, к сожалению, техническая связь не очень хорошо как бы выводит, да, мы предлагаем сейчас вот нашим экспертам, нашим городским, республиканским, мы в конце, да, дадим слово как бы на вопросы, ответы, а к нашим экспертам из Москвы и Петрозаводска, то вот мы еще, пока еще Анастасия Михайловна пока на связи, если есть у кого-то вопросы, пожалуйста. Анастасия Михайловна, есть вопросы? Угу. Анастасия Михайловна, спасибо большое. Всемирной надежды, далее у нас очень большая работа, и опыт других, проблема решена или решается. Еще раз повторюсь, с учетом интересов тех, без стереотипов, без экстремала. Разрешите, да? Анастасия Михайловна, Садовников, моя фамилия, Дмитрий Дмитриевич зовут, да? Вы непосредственно в городе Москва, да, находитесь, и ваше общество там работает? Ну, у нас есть всероссийский фонд, мы, в принципе, вы должны, соответственно, много больше к нему Дело в том, что у нас вот по другой теме планируется командировка, да, в город Москва. И если можно, мы бы хотели бы найти время и встретиться с вами, и, ну, послушать, как говорится, и ознакомиться на месте с вашим опытом работы. И мы через Маргариту Васильевну... ну все, спасибо. Да, спасибо, очень приятно познакомиться. Надеюсь, на... Да, Анастасия Михайловна, здравствуйте. Руководитель департамента ветеринарии Макарова Лариса Ивановна. У меня такой вопрос. Все-таки вы живете в центре, в столице нашей России. Какова у вас была проведена работа с депутатами по совершенствованию нормативной практики и нормативных актов? Если говорить про Москву, до 2008 года была программа ОСП, которую проталкивает так называемая радикальная зоозащита. То, что они, в принципе, сейчас в стране стараются в некоторых регионах, и да, собак отлавливали, стерилизовали, сейчас ставят клипсы, раньше не ставили клипсы, то есть пускали в обитание. Вот, это привело к экологическим, в принципе, неблагоприятным последствиям, очень многим погибли. Они истребляют фауну дикую, ежиков, белых, там, ну, всяких мелких животных, косули, лосей, нападают. Вот. И последней каплей стало, ну, то есть они нападали, естественно, на людей, да, и последней каплей стало то, что в Москве, в Измайловском парке, стая стерилизованных, кстати, бездомных животных, бездомных собак напала на кандидата технических наук Ильдара Шимского. Вот. После этого, ну, с смертельным исходом, да, человек умер. Он вышел просто на поддержку. Вот. Соответственно, после этого программа эта была свернута и осуществляется без возврата в приюты.
Вот, соответственно, вот и с 2008 года по настоящее время, да, численность бездомных животных сократилась 15 раз. Но, к сожалению, вот я еще раз говорю, это к сожалению, печальным, да, вот на смерти как бы человека, да, то есть пришли к выводу, что это опасно. Программа ОСВ, она в принципе опасна. Плюс решение государства. Есть люди, безусловно, и они вправе это делать, как не хотят видеть без человека с другой стороны поводка, да, который управляет собакой. Поэтому собак стали травить, ну, естественно, и так далее. В результате, как бы, просто вопрос не стоит сейчас, дать собакам смерть или жизнь. Вопрос в том, что, как бы, если это смерть будет, то смерть должна быть в нынешних условиях. Их просто очень много. Очень. Ежегодно рождается 45 миллионов. 45 миллионов. Кому не нужен собак, щенков и котят. Вот, то есть, соответственно, понимаете, да, то есть, как бы, с теми, кто болен, не знаю, там, и так далее, но тут вариантов нет. То есть, как бы, тратить на становление, там, вот у нас некоторых 100 тысяч там, на одно животное или больше там занимает миллионы здоровых животных, ну, порядочно, я считаю. Вот. Что касается нормативных, да, документов, вот, стало безвозвратно от приюта. Ну, вы все тоже, наверное, да, вас, я думаю, докатилось в любом случае, БанЭко. То есть, когда руководитель БанЭко декларирует жизнь, никого не усыпляем, ну, формат, да, они умирают от голода, там, от инфекции и так далее, друг другу. Вот, то есть, как пожизненное содержание, в одной стране мира для муниципальных государственных и муниципальных приютов есть срок передержки, для того, чтобы найти хозяина, либо старого, если потеряшки, либо нового, если, допустим, зоозащитные организации или зоозащитники хотят животных и дальше же, ну, хотят новое, как, нового хозяина там без времени, да, но за свой счет. Государство финансирует передержки. Вот. Таким образом, то есть, опять же, к сожалению, как бы погибли животные в муках. Я считаю, как было продемонстрировано, опять же, несостоятельность утверждения о том, что необходимо делать пожизненный приют. Приюты могут быть частными, где люди работают сами и так далее. Таким надо. Анастасия Михайловна, спасибо большое. Ой, так резко сразу отключили, да. К сожалению, да, связь нас подводит. Большое спасибо, Анастасия Михайловна, вы нас сейчас слышите и видите. Я думаю, что не только администрация города Якутска, но и общественники наши, зоозащитники будут тесно взаимодействовать с вами, с вашим фондом. И ваш опыт, конечно, поможет и в реализации наших задач. Вот. У нас следующий по программе, по сценарию телемост с городом Петрозаводск, Владимир Вербалко. Попробуем давайте. Если будет такая же связь, то давайте попробуем без видеосвязи подключить. И, так, Владимир Александрович, если будет такая же связь, то попросим, наверное, чуть вкратце, да? Владимир Александрович Рыбалко является ученым, кинологом, который занимается профессионально изучением проблем безнадзорных животных, собак и кошек. Он основал первый свой общественный приют, именно, а не пункт передержки в городе Петрозаводске, тесно сотрудничает с администрацией и вот готов поделиться своим опытом, своим видением. Владимир Александрович, здравствуйте. Вы нас слышите? Здравствуйте. Да, слышу. Пожалуйста. Да, мы вас слышим, видим. Пожалуйста, вам слово. Да, спасибо. Очень приятно видеть и слышать
такой подготовленный регион, потому что я бывал в разных городах России, и часто представители власти и зоозащитники, они не очень хорошо представляют вообще, что делать с этой проблемой. А у вас я вижу, что и власти, и зоозащитники, в принципе, рассказали практически о всех элементах комплексного подхода к решению проблемы бездомных животных, за который выступает наш фонд «Большие сердца». Я биолог, занимался изучением экологии бездомных собак в своем городе, в других городах России. В принципе, я вижу, что у вас понимание проблемы достаточно хорошее, и я рад видеть, что и, видимо, использовались и материалы нашего фонда подготовки. Вот, что я могу сказать? Ну, в принципе, по предложениям, я думаю, что было бы правильно все вот эти вот элементы собрать вместе и создать нечто вроде программы действий для города и вашей республики, которые бы как раз бы четко и по порядку были бы группированы вот эти необходимые действия и меры. То есть, прежде всего, по 3 направлениям. Это профилактика бездомности и бесплодности, о чем уже говорилось, то есть, возможно, какие-то нормативные акты, хотя я вижу, что в этом отношении большие сложности с позиции. Профилактика перепроизводства животных, то есть стерилизация животных групп риска, например, малоимущие, частный сектор, животные, находящиеся на территории предприятий, организаций, где по данным зоологических учетов в большинстве городов России сосредоточено очень большое количество собак. Вот, просветительская воспитательная работа. Это все первое направление профилактики бездомности. Второе направление – это работа с уже имеющимися бездомными животными. В этом отношении у вас тоже сделан большой шаг вперед, создан практически муниципальный приют, о чем многие, большинство городов России могут только мечтать. Однако я понимаю, что требуется четкая регламентация его деятельности, модернизация, о чем уже говорили здесь выступающие. И третье направление, очень важное, это включение в деятельность всех заинтересованных сторон, потому что и властей республиканского уровня, и муниципальных властей, соответствующих предприятий муниципальных, и зоозащитных организаций есть своя, так сказать, ниша для деятельности. И я могу, опять же, судить по опыту моего города и других городов. Например, если, скажем, отловом, первичным содержанием, карантинированием могут заниматься муниципальные учреждения, то, например, длительным содержанием, встраиванием животных, поисков новых хозяев, это как раз поле деятельности для зоозащитников. В этом отношении они очень сильны. Если по, скажем, деятельности зоозащитников в регионах России. Ну и немаловажно, и вот что еще могу предложить, это проведение мониторинга численности безнадзорных животных. Определенные наработки у нас в этом отношении есть. Это позволит объективно оценивать, во-первых, результативность действий, во-вторых, выявлять, так сказать, наиболее болевые точки в городе или городах, где, например, постоянное возобновление численности бездомных собак, чтобы разработать конкретные меры по вот этим болевым точкам. Вот, то есть, если это можно будет оформить в качестве некой программы действий и договориться о распределении функций всех заинтересованных сторон, было бы замечательно. Что касается вот предложения средней общественности о том, что нужно создать рабочую группу,
решала бы эти вопросы. Это замечательно. Вот, например, в нашем городе Петрозаводске администрации города существует такая структура, как консультативный совет, куда входят представители и республиканской власти, у нас Республика Карелия, и представители муниципалитета города Петрозаводск, и общественники, почти все общественные организации защиты животных нашего города входят в этот консультативный совет, который старается оперативно рассматривать все актуальные вопросы и вырабатывать рекомендации. Владимир Александрович, спасибо большое за очень подробную информацию вашего опыта. И также вот мы сейчас предлагаем нашим участникам задать вопросы. Пожалуйста, представьтесь. Всем добрый вечер. Меня зовут Александра. Я являюсь волонтером-общественником. Я бы хотела задать несколько вопросов, которые меня интересуют, но для начала я бы все-таки хотела получить ответ на вопрос, который до этого задала Татьяна. Почему же все-таки собаки не доезжают до пункта? По Александра, нашим сведениям, в этом году 16 сентября и 22 октября, со слов очевидцев, по записям видеонаблюдений, были отловлены путем Александра, обездвиживания. извините, пожалуйста, у нас вопросы сейчас к нашим экспертам. Владимиру Александровичу есть у нас к городу Петрозаводску. Не-не-не, к нему нету. Эти вопросы мы сейчас, да, мы останемся, у нас просто сейчас идет связь именно к городу. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Елена, тоже общественная организация по защите животных. У меня такой вопрос. А не внедрено ли у вас массовое чипирование домашних животных? Не облегчает ли создание базы, нет у вас такого опыта, создания единой базы данных городской, чипирования собак? То есть на сегодняшний день у нас в пункте передержки создана эта база, но для домашних животных она не распространена. То есть, допустим, на базе ветклиник, чтобы были эти городских, у нас их множество, чтобы, обращаясь за помощью, да, вот я прихожу с собакой со своей, любую помощь получать, чтобы собака была чипирована, внесена в общегородскую базу данных. А, допустим, если она пропадет, в том же пункте ее отловили, там считали с чипа и видят, что. И любую собаку так можно понять. Есть у вас такой опыт? По массовому чипированию и созданию, да. Это замечательная идея. Фактически это речь идет о привязывании животного к своему владельцу со всеми вытекающими последствиями. То есть уже безнаказанно выбросить животного не сможет. К сожалению, в нашем городе эта попытка была только проведение подобного чипирования на спонсорские средства. Средств из бюджета выделено не было, но мы только попробовали это сделать, но из-за нехватки средств эта инициатива пока не получила развития. Там, где регионы и города имеют возможность выделять средства на чипирование, там это бывает достаточно развитой практикой, например, в городе Санкт-Петербурге, где достаточно богатый бюджет, достаточно богатое управление ветеринарией, которое позволяет осуществлять чипирование, бесплатное чипирование владельцев собак, которые обращаются в государственные ветеринарные службы для вакцинации своих животных против бешенства. Одновременно они могут чипировать своих животных. Это очень важный элемент, и если у вас появится возможность в какой-то форме ввести данный способ идентификации, был уточнение части этой программы, о которой я говорил. Вот. Ну а что касается очень актуального вопроса, еще раз это самое вернусь к вопросу о регулировании численности бездомных животных. В саботлове собак. Это достаточно во многих регионах очень такой щекотливый вопрос. Вопрос часто упирается в методы отлова. В этом отношении мы можем поделиться своим опытом. То есть существует различные эффективные способы отловить собак без лишения на месте, без угрозы ее здоровью. Это тоже вопрос к развитию инфраструктуры. Владимир Александрович, большое спасибо.
Да, Лариса Ивановна, конечно. Владимир Александрович, вот у меня такой вопрос. Мы все прекрасно знаем, что в западных странах, в зарубежных странах действует форма налогообложения на тех, кто имеет животных. А у нас в России это все регулируется налоговым кодексом единым. Вот вы как общественники поднимали ли данный вопрос или предлагали ли что-нибудь законодательной власти? Да, я могу ответить следующим образом. Я был членом рабочей группы федерального закона об ответственном обращении с животными, который прошел первое чтение, практически 5 лет тому назад. Тогда мы предлагали федеральной власти ввести в федеральный закон обязательную регистрацию животных, хотя бы собак для начала. Вот, то есть, собственно говоря, дело здесь не в налогообложении, а именно вот в этой системе, которая позволит привязывать владельца к своему животному. Соответствующие записи в реестр, соответствующие идентификации с помощью чипа и так далее. Вот, регистрационный сбор не обязательно при этом должен быть большой, чтобы не вызвать какое-то массовое отказывание владения животными. Но, тем не менее, мы, к сожалению, до сих пор не нашли понимания у федеральных властей в этом отношении. Дело в том, что по-настоящему действенную систему регистрации могут вести только на федеральном уровне. Формально регионы не имеют права заниматься вопросами регистрации имущества. Потому что действительно, согласно Гражданскому кодексу, животное является собственностью человека, это самое отношение имущества регулируется федеральным. Вот. И некоторые регионы пытались на свой страх ввести регистрацию обязательную собак, но она там у них работает не очень хорошо, вот по-нашему. То есть опять все опирается в волю федерального центра. И в этой связи я бы хотел бы еще раз обратиться к республиканским властям вашим. Очень важно, чтобы было какое-то влияние, давление со стороны республиканских властей субъектов на федеральную власть, с тем, чтобы ускорить принятие соответствующего федерального закона, причем не только ускорить создание закона как такового, но и чтобы и наполнение этого закона соответствовало реальным потребностям страны. То есть уже какие-то конкретные предложения, я думаю, что можно туда будет сдвигать. Я думаю, что вот опыт вашей республики в этом отношении тоже был бы очень полезен. Потому что первый закон в первом чтении, он был, так сказать, больше наполнен водой, чем какими-то конкретными, достаточно четкими механизмами решения проблемы. Он требует не только ускорения принятия этого закона, но и переработать его тем, чтобы он действительно был работоспособен и полезен. Спасибо. Владимир Александрович, спасибо большое. Надеемся, что наш город Якутск и республика... у Александра Захарова есть вопрос, да? Общественная палата города Якутска. Александр, извините, у нас сейчас вопросы... Да, сейчас мы перейдем к обсуждению. Именно к Владимиру Александровичу у нас больше нет вопросов? Хорошо, мы вас благодарим за информацию, будем всегда на связи, и я думаю, что совместными усилиями мы сможем сделать шаги вот именно и в правовом аспекте. Спасибо. Да. Административная комиссия города Якутска, Николай Сергеевич Кабайдулин, руководитель. Добрый вечер. Хотелось бы немного вот как раз вот в тему, как говорится. У нас вот на территории республики действует Кодекс об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия. Действует у нас статья 5.3, часть 1. То есть уклонение от регистрации и вакцинации животных. Вот по поводу, у меня сразу вопрос, ну не вопрос, может быть даже предложение, внести изменения вот, в части данную статью именно по чипированию.
домашних животных. То есть, если у нас каждый собственник домашнее животное приходит в ту же самую ветеринарию, ставит на регистрацию, соответственно, свое домашнее животное, получает регистрацию, наверное, паспорт получает, то, что у него все прививки есть. И тут же как бы необходимо проводить чипирование. Как бы мы население таким способом, ну, грубо говоря, конечно, методом, грубо говоря, кнута, да, административного воздействия, да, и как бы организуем действительно вот такую систему. И у нас будет ответственность, ответственность будет. Да. У меня как бы предложение такое есть. Хорошо, я отвечу на этот вопрос, потому что этот вопрос не новый. На самом деле есть полномочия. Каждый делает свое дело. А регистрация вообще животных, оно относится к полномочиям муниципальных образований. Там есть и похозяйственная книга. Когда вначале мы разрабатывали данный закон, то полномочия тоже на регистрацию домашних животных мы предусмотрели по 60 рублей. Да, на одного животного. Это уже была инициатива муниципальных образований, или чипирование делать, или базу данных составлять на эти средства. Но закон изменился, и именно на регистрации животных теперь полностью отнесена муниципалитетам, и эти средства, каждые 60 рублей на одного животное, передано им в рамках благоустройства. Они есть, они переданы, поэтому мы призываем просто муниципалитеты на эти средства закупать чипирование и производить эту работу. А регистрация, получается, где по проходит? кодексу административных правонарушений надо подумать, предложение вносите. Ну вот. Вот, и получается, ну, еще также у нас вот на территории города Якутска действует правило благоустройства. Хотел бы как бы осветить немного наше население. В части того, что тоже предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа по статье 6.12 КоАП РСЯ. Ну, там также есть раздел, что касается выгула домашних животных, где конкретно определены места, где должны выгуливаться непосредственно домашние животные и как. Но есть такая проблема, вот я вот недавно столкнулся, ко мне подошла одна гражданка, в части того, что описала, что в подъезде у них живет бойцовская собака, бросается на людей, грубо говоря, не дает житья-бытия, в подъезде живут по расписанию, когда собака выгуливает, они никто из дома не выходит из подъезда. Представляете, что федеральным законодательством и также субъектовым законом ответственность за это не предусмотрено. То есть в случае тогда, когда только собака, если укусит, тогда только, пожалуйста, в гражданском порядке идете в суд, взыскиваете моральный и материальный ущерб. Все. Вот я, как бы, уважаемый присутствующий, я думаю, все-таки от вас тоже, от общества должна какая-то инициатива пойти в части, чтобы внести изменения в законопроект, чтобы была какая-то ответственность тем собственникам домашних животных, которые ведут себя этим. Есть определенные породы, они определены каким-то российским законодательством, сейчас не скажу, но я думаю, что нужно на них как спецразрешение, это надо на городском, на муниципальном уровне принимать. Нет, понимаете, нет такого. Перечень в проекте есть, но это еще не утверждено. Вот. Он не имеет силы, получается. Вот, ну, нужно будет разработать, все-таки пытаться, потому что эта проблема, она есть, она и будет. У меня все, спасибо. Николай Сергеевич, спасибо большое. На все, мы переходим в формат вопросов и обсуждений. И наши первые вопросы. Заранее у нас вот записались вопросы, да, вот там, вот давайте дадим слово Александре, после этого вот те, кто при регистрации предоставил. Всем еще раз добрый вечер. Вот я все-таки хотела поинтересоваться вопросом, который задала Татьяна до этого. Почему же все-таки собаки не доезжают до пункта? В этом году 16 сентября, 22 октября, со слов очевидцев и по записям видеонаблюдений, были отловлены путем обездвиживания известной нам собаки, которые находились под нашим кураторством. Собаки были не агрессивны, привиты, стерилизованы за счет собственных средств. Также они не были не обезвожены, находились на хорошем питании, поэтому не выдержать просто эту дозу, если она была действительно рассчитана, они просто не могли. Но в пункте их не оказалось. То есть волонтеры поехали буквально в течение часа туда искать этих собак, но до пункта они не доехали.
Вы соответствующее заявление написали? Ну, естественно. Ну, если было Работники сказали нам то, что собаки были отпущены на 17-м квартале. Как это может быть? Не, ну такого, конечно, быть не может, чтобы собака была отпущена с пункта передержки животных. Ну, если такие факты были, и ваше заявление написано, мы, конечно, примем меры, да, и те факты, которые вы говорите, то, что по собаке не доезжает или не доезжает, если у вас есть конкретный видеоматериал, вы, конечно, можете обратиться в первую очередь к нам, да, если нам не верите, то можете обратиться в соответствующие органы, контролирующие. Их, на самом деле, очень много, и прокуратура, и тот же МВД, и департамент ветеринарии может нам прийти проверить. Когда пункт работает, да, 1,5 года у нас еще не было ни одного месяца, чтобы к нам не пришел проверяющий. То есть у нас проверка за проверкой. Ну, буквально одни уходят, следующие приходят. Начиная от прокуратуры, Пожнадзора и все инстанции. То есть практически мы прошли все стадии проверки. И я думаю, это образцовый пункт, да. По поводу того, что собаки не доезжают или не доезжают до пункта, да. У нас вообще 3 вакцины, да, в принципе, применяем по дозировке. То есть определяем, грубо говоря, на глаз, да, собака, какая она себя. То есть вы сейчас говорите, что собака находится на очень хорошем питании, там, туда-сюда. Ну, собаки на самом деле не определишь на глаз, на каком питании, как они на себя на самом деле чувствуют, какими болезнями болеют. Может быть, там у нее на самом деле сердце было плохое, и собака не выдержала вот этого препарата. Но очень часто, 98% случаев, когда мы применяем эти препараты, и собака, ну, заканчивает летально свою жизнь, да, это какая-то болезнь патологическая. В основном сердце у нас. Ну, тогда меня интересует еще один вопрос. Ни для кого не секрет то, что в пункте является зараза как чума и энтерит. То есть сам Айсен Сергеевич подтвердил это, то, что как бы зараза есть. Как Вот он вам это в подтвердил? последней статье он написал, то, что он не отрицает того, что в пункте все-таки зараза это ходит. То есть с этой заразой как бы не справиться это в любом случае, так как это нет, большое это- скопление массовое животных. Но почему ветеринары не сообщают новым владельцам, что животные могут быть заражены такими болезнями, как энтерит и чума? Мы лично забирали на личное кураторство несколько собак. После этого они тут же везлись в ветеринарную клинику на осмотр. И ветеринары подтверждали такие болезни, то, что они заражены энтеритом, чумой. Вы знаете, просто так я, может быть, вам поверила, да, насчет болезни. Но болезнь, чума, это вирусное заболевание, понимаете? Его глазами не увидишь. И для того, чтобы подтвердить данное заболевание, должна быть экспертиза. Обязательно экспертиза. И по чуме очень много есть клиники, по незаразным болезням тоже. Понимаете, клиника может быть одна, но определяет только лабораторная диагностика. Поэтому, если лабораторная диагностика подтвердила, на что я призываю вот ваших сотрудников, чтобы они обращались почаще в лабораторию, сдавали анализы для того, чтобы таких сомнений не было. И потом уже есть приказ Министерства сельского хозяйства по 72 заболеваниям. Так что вот это вирусное заболевание и собак, и кошек, они являются как бы в том перечне, по которым на основании экспертизы мы должны открыть неблагополучный пункт и проведены там карантинные мероприятия. То есть мы должны сразу закрыть этот пункт на карантин, понимаете? Для того, чтобы эта зараза не распространилась. Но до сих пор, я почему с удивлением вас слушаю, этого нет. Нет доказательств. Вот, пожалуйста, будет экспертиза, будем проводить все мероприятия по недопущению данной болезни. Но мне отрадно, что вы болеете за животных. Ну, вот Так вообще карантин... животным Спасибо вот сколько большое, было? Александра. Месяцев. Да, у нас- Большое, маленькое животное. Но без карантинная диагностики зона, она как? как такова не используется. Вот у Диагностики. нас лично на глазах, когда мы приезжали также покормить животных, вот, допустим, в субботу, в прошлую, при нас привезла хозяйка собаку, после чего ветеринар взял и просто ее сразу же посадил в клетку на улицу. То есть в карантинную зону она не была отведена, она не прошла осмотр, ее просто посадили в клетку на улицу. Ну, клетки же разные на улице бывают, они бывают и Нет, отдельно это не- стоящие. вы давайте все-таки некоторые вещи будем воспринимать, да, объективно.
С одной стороны, вот насчет того, что вы сказали, болезнь, вы не правы. С другой стороны, что все-таки надо придерживаться действительно, когда принимается, какое-то количество дней должны находиться в карантине. Это правильно. Александр, большое спасибо. Мы предлагаем всем, у кого есть подобные вопросы, записать в письменном виде. А сейчас я перейду к тем вопросам, которые поступили вот у нас при регистрации. Иванов Михаил Владимирович здесь находится сейчас администрация, администрация, говорю, микрорайон Марха. Сычева Злата Валерьевна тоже нет, да? Пальчик. Угу. Пожалуйста, микрофон в зал возьмите, девочки. Вы прекрасно знаете, что шуба это у нас не роскошь, это то, что нам надо каждый день использовать. На меня просто напали собаки и разорвали, она восстановлению не подлежит. Кому мне обращаться, кому мне делать? Жилкомсервису или мэрии? А можно я скажу, да? Дело в том, что действительно, я еще раз вам повторю, что эти статьи по ответственности, по безнадзорным животным, да, имеется в виду? Да, пожалуйста, вот жилкомсервис тогда. А потом дело ваше разбираться уже. Может, это хозяины собаки были, понимаете? В каком году это было? Или недавно, да? Нападение бездомного животного? Стая. Стая собака. Вот Николай Сергеевич, административная комиссия. Ну да, вот я хочу просто задать, вот таких, как я, это будет, подождите, впереди зима. Таких, как я, будет очень много людей. Получается, что топтание на месте. Да. Ничего не работает. Вот, да. Пожалуйста, Александр Захаров, Общественная палата города Якутска. Так, сюда, пожалуйста, микрофон. Не слышно. Здравствуйте, Александр Яконка меня зовут, да, я представляю Общественную палату города Якутска, руководитель рабочей группы по общественному контролю. У меня вопрос такой, вот он касается, получается, руководителя приюта, да, пункта передержки и, соответственно, я думаю, защитников всех, да. Меня интересует, как отношения вообще между, я так понимаю, то, что руководители пункта передержки отрицают факты жестокого отношения к животным, хотя вот все социальные сети этими фотографиями пестрят, что там собак убивают, там шкуры снимают и прочее, да. То есть меня интересует такой момент, да, как вот в пункте, да, этом относятся, соответственно, к вам, зоозащитникам. Вас пускают туда или нет, допустим, да, потому что я хочу с такой инициативой выступить, то есть, в принципе, как бы, я как представитель общественной палаты, да, имею право, думаю, подъехать в любое время, никогда или какой-либо ситуации случилось. То есть меня интересует отношение такое вот, как вас допускают, вас как-то ограничивают в этом плане или нет? Ограничений нет.
Ни разу волонтеров нашего движения не ограничивали в допуске на территорию пункта. В последнее время возникли вопросы с фотографированием, потому что мы фотографируем, потом под нашими фотографиями выкладываются по порядку комментарии давайте. других людей. И да, вот поэтому между волонтерами тоже существуют некоторые, вот, ну как, скажем так. Пожалуйста, представляйтесь. Марина Сантаева, я журналист, представляю сайт НВ-пресс, и к тому же я являюсь общественником, тоже волонтером. Я неоднократно была в качестве и журналиста, и общественника в пункте передержки животных. Так вот, у меня есть тоже претензии, которые я хочу высказать сейчас. Во-первых, по поводу ограничений. Ограничения есть, и давайте не будем их отрицать. Запрещают фотографировать, запрещают входить, ссылаясь на санитарные дни посреди недели, ссылаются на выходной день вообще просто, ну, что у нас выходной день. То есть ограничивают посещение, ограничивают фотографирование, ограничивают вообще перемещение по самому пункту передержки. Неоднократно было очень грубое отношение со стороны сотрудников. Очень грубое, это, будем называть вещи своими именами, хамское, просто хамское. По отношению к зоозащитникам в том числе. Невозможность кормить животных, об этом уже сказали, да, что запрет существует. Сегодня, со вчерашнего дня, как мне сказали зоозащитники, на кормление животных, хотя они привозят сухие корма, запакованные, ни о каких прокисших там супах или кашах речи не идет. То есть противостояние некое есть все равно, давайте не будем его отрицать. Я не знаю, как договариваются какие-то общественники. Есть, видимо, группа, у которой отношения сложились с пунктом передержки, есть группа, у которых не складываются, хотя, в принципе, цели у всех, как я понимаю, одни: помочь безнадзорным животным, накормить, там, обогреть, устроить, помочь и так далее. Большое Но спасибо, вот Марина. эти проблемы, да, они есть. Да, Они у нас есть. просто по времени, чтобы все успели высказаться. Александр, Поэтому- большое спасибо за Да. вопрос. Я вот прошу, да, пусть вот этого Максим Алексеевич ответит, да, по поводу того, как будет в дальнейшем. Да, я скажу то, что мы всегда приглашаем волонтеров, никогда такого не было, чтобы мы не пускали, да. Просто то, что когда действительно санитарный день, это у нас по регламенту написано, мы должны провести санитарный день, дезинфекцию, да. В это время просто мешаются, вот когда волонтеры, когда вот приезжают, они не приезжают, как бы получается, там группой, да, а два человека пришли, они назвались волонтерами, потом они ушли, третьи пришли, четвертые, и рабочая текучка стоит. Вот из-за этих вот получается. А если вот суббота определенно, потому что у нас был пятидневный рабочий день, да, и вы сами же ходили, волонтеры добивались, чтобы в субботу этот питомник работал. Мы пошли навстречу, Андрей Викторович вам сделал в субботу тоже, ну, нас озадачил, что мы в субботу выходили и работали. Мы в субботу вас всегда встречаем. А по поводу кормежки, да, действительно, потому что вы же приносите помои. Посмотрите, вы же помои переносите и отдаете собакам. Но сейчас будем лабораторные исследования, потому что вы сами же говорите потом поносы там и так далее, 5-10. Вы сами же кормите помоями. Мы кормим, У нас всегда... Нету такого, фекалиев сидят. Максим Алексеевич, большое спасибо. Да, давайте По поводу- придержимся все-таки тех. Так, давайте. Я хочу Да, сказать, выступайте. Максим Львов, я к вам обращаюсь. Я Пожалуйста, представьтесь. знаю, И меня ваша зовут Шагабудинова Диана. и организация ваша. Наша организация волонтеров. Я хочу сказать то, что у вас была прокуратура и выявила несоответствие с нормами по корму собак и кошек. У вас была просрочка, это раз, и все об этом знают. А во-вторых, в 40 раз превышенная норма в ваших дротиках яда. 40%. 40%? Да, превышенная доза. Моя собака этим летом от вашего дротика умерла на месте, на своем. А зачем вы ее отпустили? Я ее не отпускала, мою собаку убили на базе. На базе, на своей территории. Вот так. Это раз. Во-вторых, почему нету камер?
Почему никто не знает? Анна, да, только что мы об этом сказали, да. Давайте вот все-таки придерживаться регламента и такого вот. Мы сегодня сели, можно сказать, за стол переговоров. Мы сегодня эти проблемы должны решить. Здесь есть моменты тоже вот такой, как бы не то что разобщенности, да, а вот общественники, как говорите, кто-то кого-то пускает, у кого-то нет, да. Давайте все-таки пойдем на какой-то компромисс, без каких-то вот таких лишних эмоций, конструктивно закончим наше сегодняшнее обсуждение. Извините, но... Очень логично. Любой человек может иметь право. Ну, вы поймите, это не приют, это пункт передержки животных в первую очередь. Как какая? Это не общественное место, это, во-первых... Давайте не будем спорить, да? Рабочий день есть. Можно, да? Давайте не будем спорить. Всё, Давайте Анна, мы спасибо скажем большое. так. Определите порядок, режим работы и все. Вот, например, у вас санитарный день такого-то. Вот конкретно всем объявите. Затем еще защитники животных, учтите, пожалуйста, да, что бывает иногда и вынужденная дезинфекция. Она, конечно, может быть редко, но давайте вы порядок определите, это же не проблема. Что вы, зачем шум такой поднимаете? Это совершенно не проблема определить порядок, когда у вас санитарный, когда в качестве выходной. предложения письменно, вот сегодня мы собрались с вами, чтобы все предложения, все вопросы вот эти учесть, все проблемы как бы обсудить, успеть обсудить, и потом протокольно принять, чтобы мы могли согласовать с руководством города. Здесь сидят все компетентные эксперты, и согласованно вот уже начать как бы совместно действовать, вот решать эти. Простите, мне все хочется, конечно, сказать. Все, Анна, да. спасибо большое, у вас было время, да? У вас еще какой-то вопрос? Извините, но я не вижу, чтобы здесь сказали про какое-то решение правильное, да? Здесь У вас есть письменные решения? Вот ваше предложение, пожалуйста, в письменной форме. Предлагаю всем остальным участникам также в письменной форме предоставить все предложения. Мы их зафиксируем, протокольно примем и примем как бы в работу. Так, добрый вечер. Меня зовут Григорий Николаевич Мачахтыров. Я являюсь деканом факультета ветеринарной медицины Якутской государственной сельскохозяйственной академии. И разрешите мне выступить, да, как педагога, как ветеринара и как крестьянина. Да? Ну, я объясню почему. Вот как педагог. Ну, вообще у нас очень слабо развита просветительская работа. Мы не можем донести до своих детей, до своих друзей, до своих коллег, что, как нужно содержать животное. Да? Вот из-за этого у нас все так получается. Допустим, я не буду говорить о городе, я хочу сказать только по пригороду. Да? Там, допустим, у нас наплевали на содержание собак. Да? То есть у человека есть собака, и говорит, это моя собака, не заходи в мою территорию. Но о том, что она должна стоять в вольере, на привязи, этого они не хотят признавать. Да? Вот поэтому в отношении того, что надо как-то вот за защитниками, администрацией, и пункт передержки, вот нам нужно как-то всем объединиться. Не надо вот так отнестись. Вот Максим вас зовут, да, Львов? Он же тоже выполняет работу. Ну, понимаете, это очень плохая, трудная работа. Да? Согласитесь, но проблема-то она есть. Вот нам лучше, вот не обязательно сегодня вот общественное слушание. Да? Давайте мы отдельно будем собираться. Зоозащитники, администрация, наверное, нам выделить, департамент ветеринарии и так далее, и так далее. Да? Вот. А теперь как ветеринар. Да? Вот в интернете везде и всюду пишут, я вот за защитником скажу, да, что они используют дитилин и так далее, и так далее. Но дитилин – это яд, да, я знаю, да. А дилин, он запрещенный. Дитилин, да, они используют для усыпления пушных зверей, да. Вот. И соблюдать дозировку там вообще очень-очень действующее вещество, там очень сильное, поэтому иногда бывают, да, ошибки. Но мы же все люди, мы не роботы. Мы не можем как бы определить дозу. Нет, но он, как Миралсан, да, оно действует, да? Но
конечно, есть и побочные стороны. Вот. Но я думаю, нам нужно бюджет чуть-чуть увеличить именно на лекарства. Да, я согласен. Допустим, есть препараты, так называемые группы ксилазин. Да? Я вот объясню. Ксилазин, он миорелаксан. Но представьте себе, если вот эти товарищи будут его использовать зимой, да? Это летательный шприц, который при полете будет замерзать. То есть мы не получим эффекта. Да? И еще одно. Оно действует минут через 30-40. Да? То есть, если, допустим, они стрельнули, собака убежала и ляжет только через минут 30. Пожалуйста, ищите. Да? Вот. Эвтаназия. Вы все понимаете, что слово эвтаназия. Да? Это гуманное усыпление животных. Вот. В этом отношении одним дитилином вы не должны обходиться. Да? То есть, опять-таки, нужны средства, денежные средства. Потому что, вот слушайте, есть препарат залетел, после которого вы должны ставить дитилин. Да? А залетел он стоит очень дорого. Вот тогда у нас будет только гуманное усыпление. Ну, я ведь врач, поэтому тут надеюсь, что я... Да, понятно. Да. Поэтому я говорю еще раз, не говорите, что столько-то много денег тратят. Это очень дорогая работа. Поэтому только на препаратах мы не сможем. И еще одно добавлю. В России препараты не выпускают. Только импортные. Допустим, работая по крупным животным, я тоже использую средства, допустим, французские, да? Но он у нас запрещен. Я его вожу, контрабанда как бы, да? Просто у нас нету, Лариса Ивановна, меня извините, у нас нету российских отечественных препаратов, которые могли бы конкурировать по цене и так далее, и так далее. Поэтому использование залетила – это очень дорого. Вот. Поэтому не надо говорить, что администрация тратит сколько денег. Это очень все дорого. Вот. Теперь хочу выступить как крестьянин. Да. Я понимаю, но у меня есть коровы, лошади, овцы, да, и вы меня тоже почувствуете, да. Допустим, кобылы, когда жеребятся, собаки подходят и что делают? Нет, Григорий Николаевич, 2 минуты я выступил. Большое вот. спасибо. Да, да, давайте придерживаться регламента. У нас буквально мы должны в концовке я освобождать... хочу сказать, давайте не только сегодня встречаться, давайте встречаться больше и больше. Спасибо большое, Григорий Николаевич. Добрый вечер, меня зовут Роман. Я, к сожалению, не представляю никакую общественную организацию. Я вот простой горожанин, пришел сюда, потому что прочитал пост в Инстаграме. И как бы у меня такой вопрос. Вот еще в презентации предлагали разработку сайта. Я так понимаю, проблема с тем, что он непрозрачный, то есть пункт, неизвестно, что там происходит. Вот. И у меня такой вопрос. Предпринимаются ли какие-то действия по разработке сайта, чтобы как-то осветить эту деятельность? Вот сейчас еще предлагается камеры сделать, чтобы там была трансляция. И вот это наше сейчас, я не знаю, как слушания, тоже они идут в онлайн-трансляции, используются сайты, используются новые технологии. Соответственно, вот есть какие-то планы использовать все вот эти вот социальные сети и разработку сайта? Спасибо. Вопрос, наверное, мне. По сайту, да, мы сначала начали его делать, но у нас на самом деле там проблема с широкополосным интернетом. Сейчас мы проговариваем с Росселекомом прокладку оптики на пункт передержки животных. В принципе, есть люди, которые готовы вывести наш проект в город онлайн. Это компания «Будимир», да? Со связью, наверное, мы в следующем месяце разберемся. Наверное, поставим там WiMAX тарелку. И с WiMAX уже будем выходить на онлайн-трансляцию. В принципе, сайт, он есть. Да, потому что, на самом деле, тяжело, да, вот сидеть на пункте передержки животных, фотографировать, потом ехать там с флешкой на базу, в офис, да, грубо говоря, перекидывать, и вот так вот взад-вперед неудобно. Очень было бы удобно... Да, предлагали. Очень удобно, когда сам ветеринар приводит животное, да, он сразу ее будет фотографировать. Да.
Спасибо большое, девушка, да. Я думаю, что по окончанию этих обсуждений у нас и выработаются такие совместные решения, и все эти моменты мы учтем. Учтет Можно администрация. я быстренько так Да, пожалуйста, пройдусь Татьяна по Павловна. предложениям, Да, да, которые вот... В общем, вот я считаю, как СМИ, как формирователь определенного мнения, да, в обществе, должно быть все-таки популяризация пристройства животных из приюта. То есть с этой целью привлекать людей вот, с общественным положением, звезд каких-то наших, что рекламные плакаты, на которых популярные люди республики, допустим, с животными из приютами, это рекламируют обязательно стерилизацию, необходимость стерилизации животных. Это размещать же можно в общественном транспорте, то есть на виду, чтобы это была работа в СМИ именно. Потом проводить эти акции стерилизации бесплатные какие-то месячные, это тоже говорилось. Потом мы очень бы хотели с нашего вот движения создание, чтобы все-таки было приюта, что с ветеринарной базы, где эти животные, вот ладно, в пункт их привезли, потом агрессивно там где-то эвтаназия, это понятно. Но вот животных, которые добродушные, которые, я не знаю, рука не поднимется же бывать. Можно было там, допустим, их привезти, боже, отмыть, там, вакцинировать, стерилизовать, вот как в Европе делается. И уже таких животных уже постепенно пристраивать. То есть все-таки на базе вот этого пункта создать приют дополнительно. И вот такие Татьяна Павловна, спасибо большое. предложения и небольшие предложения по приюту все-таки. Все-таки кадровый вопрос, я считаю, должен быть там маленько тоже пересмотрен. Работники, которые вот эти занимаются отловом, они должны быть не просто так с улицы набраны, а должны быть какие-то спецкурсы пройти, кинологов, ловцов каких-то. Но элементарно все равно, это же не просто так человек вот с улицы взял кого-то, пошел и ловцом работать. Он должен все равно знать какую-то психику собак. Потом все-таки просим увеличения срока передержки. В постановлении написано не 10 суток, а не менее 10, чтобы все-таки срок маленько это сдвинут был для возможности излечения этой собаки и все-таки стерилизации, да, по возможности. И по отлову, гуманный отлов, да, применять, не с помощью этих всех ядов курароподобных, а все-таки сетка и сачки желательно применять. И транспортировка должна не так, как собак возят в этих удавках, в этих машинах на виду всех людей, а специальный бортовой, как-то, где, как в других тоже городах, этих, в клетках специальных. Потом по режиму работы все-таки тоже желательно. Пускай выходные будут у работников какие-то 2 среди недели. Но ведь люди, основная масса выходная, суббота, воскресенье, и люди бы хотели в это время приехать, может, выбрать себе вот именно больше шансов у них приехать в выходной день. А чтобы туда приехать, нужен автобусный маршрут, чтобы удлинить, чтобы люди туда попадали с легкостью, а не пешком, и кто с ребятишками хочет выбрать себе друга, а далеко очень идти. Так. И на зимний период тоже желательно все-таки для собак предусмотреть не металлические миски, а какой-то с другого материала. Потому что зимой, вы знаем, собака не успеет, может, там что-то съесть, как все это замерзнет, в лед превратится в лед. Так, еще одно наше пожелание. Решетки в вольерах очень крупные ячейки. Собаки некоторые туда просовывают голову и элементарно там режут шею себе, травмируются очень. Ну, про карантин уже мы говорили, и это... И вот просто хочу за свою речь закончить такими словами. Это Альберта Швейцера, это, Нобелевский лауреат. Тот, кто привык считать бесполезной жизнь любого существа, рискует перейти к мысли о бесполезности жизни человека. Давайте как-то думать о ближних наших. Татьяна Павловна, большое спасибо. Да, конечно, каждая живая душа – это великий замысел, и нам с вами как бы решать, да, но какие-то такие моменты нам приходится, то, что мы люди, берем на себя такую ответственность. В этом наша и миссия. Да, добрый день, меня зовут Елена, тоже общественная организация «Преданные сердца». Ну, присоединяясь ко всему ранее сказанному, на пункте останавливаться не буду, передержки, потому что уже, по-моему, сказано. Значит, в нашем городе, как и в стране в целом, сложилась ужасная, просто отвратительная ситуация с домашними беспризорными животными. Значит, 5 ноября по всей стране прошли акции в поддержку ужесточения закона ужесточения наказания по обращению с животными. Значит, это резонансное дело было хабаровское, да, которое всколыхнуло всю страну. Но на сегодняшний день у многих общественников, как российских, так и нашего города, возникает другой вопрос: а чем мы лучше с вами? Вот, потому что мы убиваем за год тысячи животных, и многие гибнут на улицах. Вот. Большое спасибо Дмитрию Дмитриевичу за ваше распоряжение. Оно на самом деле, вот постановление, да, оно написано такой красной строкой гуманности.
там очень много указывается о гуманности. Вот мы почему-то не подходим комплексно к решению этой проблемы. Но наша вот организация своими силами помогает нам многие девочки. Мы стараемся проводить уроки доброты в школах. Вот. На сегодняшний день мы не учим людей и детей обращаться гуманно с животными. Мы, наоборот, учим их жестокости. С нашей трибуны сегодня звучит, что умерла собака на глазах. Слава Богу, она не укусит. Я понимаю, тут две разные. Про чипирование мы говорили, нужно ужесточить ответственность. К большому сожалению, мы не успели. Мы предлагали дачникам в дачную перепись, чтобы была перепись животных, которые на дачных участках. Они на сегодняшний день представляют наибольшую угрозу, потому что это безответственность хозяев. Разработаны, правильно сказали, административные законодательства по штрафованию. То есть если мы с вами вместе сможем хотя бы как-то учесть животных. То есть у нас есть председатели дачных кооперативов. Самая большая угроза — это все-таки дачные, бесхозные собаки. Это безответственность. И плюс привить людям гуманность. То есть на сегодня мы, в принципе, преломили ситуацию в городе. Ну, конечно, где-то жестоким обращением. Не будем сейчас на этом, мы заострять внимание. Но сегодня мы должны гуманности учить людей. То есть каким образом? Это, во-первых, повысить ответственность. Потом, значит, здесь у вас же в документах, в вашем постановлении и написано, это гуманный отлов, который не причиняет животным никакого вреда. Это написано вами. Дальше гуманное усыпление, эвтаназия в пункте, гуманная, опять же, которая не причиняет мук животным. Это тоже все написано. И по поводу выделенных средств, я не думаю, что выделяются маленькие средства. Заключено множество, контрактов на отлов и доставку бесхозных животных до пункта передержки. Эти договора не распространяются, чтобы животное погибало. Ведь вы, когда заключаете, у вас животное должно быть доставлено живым в пункт передержки. И там ветврач должен решать, что с ним дальше делать. Это уже идет госконтракт. И дальше в бюджете города на этот год, вот я просто поняла, что пункт финансируется все-таки республиканским. А в бюджете города, я вот сегодня подняла, бюджет выделено 10 миллионов на организацию мероприятий по предупреждению, ликвидацию болезней животных, их лечению. Нет, это бюджет города Якутска. Я могу назвать номер статьи. Через местный бюджет 10 миллионов немало на наш город, я считаю. Республиканский бюджет. Это как бы приходит сюда, но я говорю еще раз, что это немалые деньги, я считаю, которые, в принципе, могут преломить именно на гуманизацию пойти отношение к животным и на изменение ситуации. Потому что волонтеров у нас, правда, много, но решаются такие вопросы сиюминутные. Пристройство, какое-то лечение это, и создать программу бесплатную стерилизации не только для малоимущих, но и вообще в принципе. То есть сделать какие-то квоты, что ли, что в год вот столько-то стерилизации за госсчет проводится, вплоть до того, чтобы были выездная бригада на базе Чехова была создана, чтобы люди об этом знали и вызывали, стерилизовали своих животных. Это основная именно домашних животных, чтобы стерилизация была массово проведена. Спасибо. Большое Я спасибо, чуть-чуть, минуточку, одну даже. По стерилизации, значит, у нас государственное задание, то, что нам дается из бюджета, предусмотрено только для продуктивных животных. Собаки относятся к непродуктивным животным. На это нам средства бюджета не выделяются, потому что они не дают ни молоко, ни мясо. Поэтому я еще раз вам говорила, вот эти, которые 12 миллионов, которые мы выделяем из республиканского бюджета городу Якутску, они тоже расписаны по полномочиям. Там, к сожалению, нету полномочий на приобретение медикаментов, для того, чтобы стерилизовать. Если они используют средства для содержания животных на эти цели, Минфин посчитает это нецелевое назначение. Поэтому я вот когда выступала, говорила, что муниципалитеты сами могут из своего бюджета, не только на республиканский смотреть, но из своего бюджета выделить хотя бы на эти средства. Я к муниципалитету и почему вот по пунктам передержки, здесь вы говорите срок, чтобы увеличить. Я еще вот, мое предложение, я не знаю, как Дмитрий Дмитриевич, это им решать, конечно, но должны быть гранты для частных приютов.
Я так считаю. А из государственного, где там передержали, просмотрели все, они должны потом идти частным приютам. Понимаете, во всем мире такая практика. Да, вот про это я к муниципалитету обращаюсь по поводу стерилизации. Большое спасибо, Елена. Лариса Ивановна, да, действительно, нужны поддержка муниципально-частная в такое партнерство. У нас сейчас создана организация «Гуманный Якутск». Например, там членский взнос 500 рублей в месяц, и активисты стерилизуют домашних животных, те, кто не может стерилизовать своих животных, и кошек и собак. Эта акция как бы запущенная, она уже есть. Я думаю, что и муниципалитет тоже примет в этом участие. У нас, к сожалению, поджимает время. Я думаю, что если у вас еще есть какие-то... Хорошо. Уважаемые общественники, еще раз очень вас призываю и рекомендую все ваши предложения в письменном виде нам предоставить, чтобы мы смогли единое, вот такое согласованное резолюцию принять. И давайте, наверное, вот то, что вот по грантам, да, сколько общественных зарегистрированных организаций здесь находится, вот именно по зоозащите? Извините, у меня был вопрос, просто поднимите, кто здесь юридически оформлен. У кого есть НКО, общественная организация? Все движения, да, вот и поэтому вам тоже вот как бы, наверное, не то, что пища для размышления, а нужно объединяться и именно вот себя регистрировать, чтобы потом действительно вот принимать такие вот, влиять как бы на принятие таких решений и своими силами, своей энергией помогать вот в решении этих проблем. Я извиняюсь, Марина, вот просто человек подошел. У меня только, вот я Людмила Михайловна из Якутского НИИ сельского хозяйства, и у меня только два предложения. Я так думаю, если собаки, животные попали в приют, это они попадают под ответственность работников приюта. И вот кормить их или вот перенести остатки кухни и кормить их, это не входит в обязанности кого-то, да. Люди должны подойти, смотреть и выбрать себе подопечных из тех, кого содержат в приюте, да, я так думаю. Если на то пошло для того, чтобы поддержать эти приюты, как, например, в зоопарке, да, давайте откроем там киоск и продадим для общественников, которые хотят кормить их, суповые наборы, там это, вот пусть покупают и кормят лицензированным, доброкачественным, хорошим этим, да. А второе предложение. У нас есть, как вот выступил у нас перед нами декан ветеринарного факультета, да, и есть техникум, у нас учатся студенты, ветеринарные врачи, пусть они практикуются и стерилизуют ваших животных. Как практика будет, пусть они набивают руки, пусть они хирургия, да, и вот делайте общественное такое, вы предложение сделайте, пусть студенты работают. У нас, например, 200-300 пока будут набивать руку, которые не могут ловить вот этих ваших собак, которые надо стерилизовать. Вы их обращайся. Спасибо, все, да. Давайте без эмоций, следующий, да, вот. Вот спасибо. Большое спасибо. Я вот вновь хочу вернуться к вопросам, предложениям, вернее, которые озвучила Татьяна, ну вот девочки, волонтеры, да, женщины. Мы оформили их в виде письма, и я их сейчас хочу передать Дмитрию Дмитриевичу. Ну, Лариса Ивановна тоже, наверное, ознакомится. Мы по поводу регистрации общественной организации, этот вопрос действительно очень остро стоит. А почему остро? Потому что с июня, допустим, вот лично я занимаюсь этим попытками регистрации общественной организации. У нас Минюст по формальным совершенно причинам, я сама как юрист говорю, что причины формальные, отказывают под разными благовидными предлогами. То есть это вопрос очень действительно сложный, острый, и как только она будет зарегистрирована, естественно, мы будем выступать уже от имени вот этой некоммерческой общественной организации. Но сейчас это совершенно верно. Да, все-таки общественное объединение, оно есть, оно пока разрознено, но да, оно и есть. вам никто не мешает, да, прислушиваться к нам, ну, мы хотим во благо животных. И предложения вот очень конкретные по работе пункта и конкретно по проблеме регулирования численности безнадзорных животных вот оформлены в этом письме. Пожалуйста. Дмитрий Дмитриевич, с вашего позволения, мы соберем, да, вот как инициаторы сегодняшнего круглого стола все предложения,
их запротоколируем, да, вот выпишем и нашему руководству предоставим на согласование. И потом давайте обменяемся контактными номерами сейчас, да, вот вы регистрацию прошли, чтобы мы могли быть в постоянной связи и вас тоже уведомить об ответах. Так, и думаю, что нам уже подводить, у нас буквально 2 минуты до окончания осталось, да, и заключительное слово, наверное. Лариса Ивановна. Очень спасибо вам всем за предложение. Когда мы разрабатывали данные правила, у нас они висели на сайте. Я разговаривала с Жандоровым специально, Антоном, чтобы он собирал вот эти все предложения в 2014 году. К сожалению, но при всем уважении к вам, от вас не поступило ни одного предложения от общественности. Так давайте все-таки мы начнем с себя, да, и активно гражданскую позицию проявим. Все-таки вы знаете больше, возможно, в каких-то аспектах. Мы ждем ваше предложение, потому что законодательство, оно все время должно совершенствоваться, но при этом учитываем все и финансовые, конечно, возможности, но любые другие аспекты, которые вы считаете, что они необходимы, мы ждем от вас предложений. У нас интернет-приемная работает на нашем сайте. Можете письменно обращаться, можете на прием заходить. Ради бога, мы всегда открыты. Ждем предложений. Извините, но вы мне не дали договорить, да? Как раз-таки я хотела внести свое предложение. Переименовать пункт в приют. И чтоб там работали любители животных, а не живодеры. Поэтому вот мы такое говорим, как предложение. частный приют Спасибо, регистрируйте, ради бога. Уважаемые участники, да, позвольте тоже, как говорится, сказать свое мнение. На самом деле очень хороший живой разговор состоялся. Все высказывания и предложения организаторами будут саккумулированы и предоставлены нам. В свое время, когда, вы помните, когда у нас не было этого пункта, когда проблема еще стояла намного острее, чем сегодня, у нас окружной администрации было издано распоряжение о создании общественного совета, которые, в свою очередь, состояли из числа вот как раз таких неравнодушных людей к этой проблеме. И, к сожалению, это распоряжение на контроле стояло у меня, и я этот совет возглавлял, но, к сожалению, в последний момент я признаю, что оно немножко, не то что немножко, оно, скажем, не работает в таком режиме, как хотелось бы. И я вот сегодня даю слово, то, что мы сегодня вот обновим это распоряжение и обновим общественный совет, и давайте работать в контакте. Да. У нас, я в начале говорил, когда мы начинали этот разговор, что у нас есть, конечно, недочеты и огрехи, которых надо снимать. Эта проблема такая, скажем, острая, да, и не всегда она будет у нас соответствовать, потому что это дети природы, на самом деле, собаки. И их, к сожалению, как и в природных моментах, да, не сразу тут без тех или иных анализов мы не сможем решить за раз. Не предвидим, скажем, такие намного страшнее проблемы. И вот в этом плане, если вот собрать в следующем вечере тех или иных других, которые выступают за конкретные решения, да, вы знаете, какие они предлагают решения, то тут я 100% уверен, что такой же зал соберется, которые будут кричать, вот как выступала женщина, которые вот разорвали шубу. Вот в этом плане чаша действительно двух, скажем, участках, да, где надо занять ту или иную золотую середину. И вот в этом плане я абсолютно соглашусь и с вашими доводами, и, к сожалению, не смогу закрыть и на проблему, которую обозначила женщина. У нас в городе Якутске, вы знаете, буквально пару лет назад были и страшные случаи, когда вот людей, как говорится, до госпитализации доводили эти нападения собак. И прокуратурой, мы перед прокуратурой, перед надзорными органами оправдывались, почему такая ситуация в городе Якутске происходит.
Знаете, какая ситуация происходила в других муниципальных образованиях, когда вот тот же Григорий Николаевич, его предприятия выезжали в Булунский улус, чтобы решить острую проблему, которая у них произошла. И в этом плане давайте, как говорится, ну, в споре рождается истина. Давайте, как говорится, спорить, но в здравом поле, в нормальных отношениях и решать эту, конечно, такую насущную проблему, которая у нас, к сожалению, еще довольно долгие года будет сохраняться, пока мы сами не научимся нормально обращаться с животными. Всем спасибо за такое, скажем, выступление, за внимание. И предлагаю тем людям, которые сегодня вот представлялись, выступали от тех или иных движений, прошу организаторам регистрироваться, да, и оставить контактные телефоны, для того, чтобы мы, я повторюсь, чтобы мы вернулись к этому разговору уже в рабочем порядке и встречались и обсуждали острые проблемы. Большое спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Большое спасибо всем участникам, которые сегодня пришли. Я думаю, что первые шаги у нас начинаются, и именно вот в таком конструктивном взаимодействии мы сможем помочь прежде всего самим животным.